Почти трехметровое бревно, которое оставили местные жители, либо сами арендаторы участка, уже покрывается плесенью. Совсем недавно это дерево росло и было абсолютно здоровым. Именно такие разрушители лесов, со слов исполняющего обязанности министра природы, буквально усугубляют экологическую ситуацию в регионе. Саварбек Халухоев решил лично выехать с представителями Назрановского лесничества и осмотреть лес сельского поселения Яндари. И вот что увидели. Определить, когда было срублено дерево, несложно. Например, этот ствол дерева еще довольно свежий. Очевидно, что был срублен пару дней назад. Доказывают это и следы при транспортировке древесины. Чаще всего этим занимаются сами арендаторы земель, утверждает Саварбек Халухоев. Люди без зазрения совести уничтожают природу для собственной выгоды, в то время как срубать деревья они могут, только имея на руках разрешительную документацию. Почему мы их, к примеру, допустим, изымаем? Потому что вот вы сегодня видите, да, что здесь творится. Просто уничтожает все. Вот видите, да, здоровые деревья. Вот. То есть это рубка, которая проводится арендатором. Неправильная рубка. То есть они должны отметки быть, то есть как положено. Захламлено все, видите, любой момент, если здесь спичка упадет, тут может быть просто, я не знаю, пожар, его никто не потушит. Поэтому сейчас мы изымаем участки и, я не знаю, и будем их наказывать. Почему? Потому что они нанесли ущерб нашей экологии. На сегодня уже изъято 6 земельных участков. Посадки леса заняли около 4000 гектаров земли. У каждого арендатора свой участок, который он должен охранять и беречь. В случае возникновения подобных ситуаций ответственность также лежит на нем. А за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрено административное или же уголовное наказание. Каждый арендатор, то есть вот у этого товарища, допустим, у него должны быть свои специалисты, работники, то есть, которые разбираются в этом, как отметки делать. У него должны быть свои сторожа. То есть он должен контролировать этот участок, он должен его беречь, он должен его охранять, то есть чистоту, то есть порядок, все должен быть. Всех арендаторов выгоним с этого леса. Да, Яндали. Почему я так смело говорю? Потому что у всех есть нарушения. И нарушения есть очень серьезные. Они нанесли огромный ущерб экологии, огромный прям ущерб. Конкретно у этого арендатора мы направили материал на больше, где-то на 90 с лишним миллионов. Понимаете, да? Это только капля. То есть на данный момент проверки дальше идут, мы обследуем территории большие, здесь тысячами гектаров леса. По республике таких ситуаций немало. В Ингушетии принимаются все необходимые меры для пресечения подобных нарушений. Помимо наказания ведется и разъяснительная работа. Имамы населенных пунктов проводят беседы с жителями и объясняют, насколько важно относиться бережно ко всем зеленым насаждениям. Ведь леса первой группы защитные леса. Спел перстами или санитарные рубки. Все. Схаячо даже вот арендатор схаячо хати даже теха дикайр чимхойт хометр или метр или огмаш акаси да бохш огмаш хари катана дахча атида дахча атиди на переработку цана дарья и жарыш. Вот уже нарушение ваших. В случае, если гражданин стал свидетелем незаконной вырубки деревьев, следует обратиться в правоохранительные органы для пресечения правонарушения и привлечения виновных лиц к ответственности. Такие действия могут быть квалифицированы как уголовное преступление, если они были совершены в значительном, крупном или особо крупном размере. Малика Измайлова, Акрамат Дасхоев, Новости 24.